Сейчас проходит встреча одного из представителей гранта президента в отделении приемной председателя правительства России Медведева. Здесь встреча проходит с союзом обманутых дольщиков, пайщиков и вкладчиков, а также НКО «Квадрат». Сейчас вы зайдете, посмотрите, какая там идет беседа. Правда, я не слышал. Я темой дольщиков не занимался, о чем я в самом начале здесь сказал, да? А вот я здесь консультант. Встречу проводит Арбузов Алексей Николаевич, тренер образовательных программ Общественной палаты Российской Федерации. То есть я ошибся. Вы можете в Москве встретиться с нашими партнерами? Я не могу, ну, когда я буду в Москве, может быть, и смогу встретиться, но я не москвич. А, вы не москвич? Я не москвич. А вы сейчас где живете? Я живу в Абакане, да. Большую часть времени я, конечно, путешествую по стране, да, то есть от вас я сейчас вот домой буквально на 3 дня, потом я лечу в Кабардино-Балкарию, там, потом переезжаю в Ставрополь. Там будет семинар? Да, там будет семинар как раз для волонтерских центров, вот, потом в Ставрополе там, для других центров, вот, а потом опять на несколько дней домой и лечу в Саратов, там будет форум Иволга. То есть вот у меня такая разъясная работа. В следующем году у вас будет поездка сюда? Ну, если пригласят, пока не было, вот на этот год случайно мы встретились с организаторами в Улан-Удэ. Электронную почту Ну, можно? как я уже говорил, да, можно, но поскольку сейчас большое количество заявок, я вот для общественников безвозмездно смотрю их проекты, да, и многие присылают, я не всегда успеваю быстро отреагировать. А конкурсная процедура, они же по времени ограничены. То есть, если вы заранее пришлете, ну, я, может быть, успею посмотреть, и хорошо. Вот, адрес я, да, оставлю, конечно. Обладки вот этих заявок, там вот этих документов, пакетов, это тоже на сайте, да? На сайте это все есть. Более того, если мы говорим о президентских грантах, ну, во-первых, вот зря вы сейчас на меня время тратите, потому что сейчас происходит информация, да, о том, как это делается из уст непосредственных представителей фонда президентских грантов, и они об этом все рассказывают. И они рассказывают о том, как устроен сайт, что там есть. На сайте фонда президентских грантов, да, там же у них есть даже ролики, которые по каждому из направлений учат вас готовить проекты. Поэтому... Нам достаточно руководителя, который сходил нам. Это юрист НКО. И он как бы у нас тоже будет координировать. Ну, все, наверное. Нет, нам было, все. хотелось бы, Еще нет. Алексей Николаевич, пожелания, да, ваши услышать. Как вот? Нет, мое пожелание, оно всегда только одно, чтобы вся ваша деятельность, она приносила результаты, и эти результаты, естественно, да, должны развивать наше общество. Вот если то, о чем мы сейчас с вами разговаривали, оно сбудется, да, и вы создадите ресурсный центр по правовой помощи, там, консультации для обманутых дольщиков, и этого действительно нет в стране, да, то это будет, ну, такой уникальный опыт, и я буду рад быть причастным к этому опыту. Желаю, чтобы у вас это исполнилось. Спасибо, Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, вопрос. Олег Желенин, средства массовой информации, телепрограмма «Точка взаимодействия», интернет-ресурс ТВ. И сейчас мы находимся в прямом эфире. Ух ты, ничего себе. На ютубе, да. И хотелось бы узнать, как вот представитель общественной палаты, да. Многие, вот даже сейчас пришел человек, жалуется на свои права. Все-таки общественная палата Российской Федерации основное предназначение для наших. Так, давайте мы все-таки разграничим. Я не член общественной палаты, и я не могу называться представителем общественной палаты. Конечно, да, на различных мероприятиях общественной палаты, таких как форум, сообщество или университет общественной палаты, я выступаю в качестве эксперта образовательных программ. Периодически меня так подписывают. Но вот я не могу от имени палаты говорить. У меня есть работа в общественной палате в качестве члена палаты в 3-м и 4-м созыве, да. И вот опираясь на этот
сказать, что общественная палата, многие называют ее мостиком, да, кто-то называет буфером. Буфер, мне кажется, очень неправильное понятие, потому что буфер защищает, да, вроде как одних от других, но это не буфер, это площадка, да, где с одной стороны власть, с другой стороны да, все остальное общество могут искать способы договориться по решению проблем этого самого общества. Потому что мы почему-то забываем, что это же тоже часть общества, потому что люди, которые сидят в кабинетах, называются так, чиновники, да, это же тоже жители там, района, страны. И если мы там не берем там, самых главных да, руководителей, все остальные специалисты, они живут в точно таких же условиях. У них точно такие же проблемы там, с коммунальными системами, с дорогами, с обслуживанием в магазинах и так далее. И они заинтересованы в решении этих проблем как жители. И вот мне кажется, что общественная палата, это когда мы такой разговор, он хоть и в галстуке, когда при этом условно без галстука, да, мы можем честно, открыто поговорить и сказать, да, вот эти проблемы есть, давайте поищем способы решения. Вот, общественная палата помогает найти такой медиатор для всех. Ну и как вы оцениваете вот данную встречу и вообще в целом Якутск, нам говорят, что мы впереди планеты всей. Ну, можно я не буду так говорить? Я имею в виду в Российской Федерации. Насколько опыт Якутии важен для России? Слушайте, но Россия всегда была сильна своими регионами, потому что страна же очень большая, да, и регионы отличаются друг от друга. Да, конечно, у нас очень много сейчас схожего, да, потому что у нас большое время был Советский Союз, когда вот все было однотипно, да, но тем не менее есть свои особенности. И вот эти особенности, да, если мы их учитываем, как раз сильные стороны, да, они помогают делать всю страну сильнее. Поэтому опыт любого региона, в том числе Якутска, он важен. Вот та активность, которую я здесь вижу, да, мне лично очень нравится, потому что вчера у меня на семинаре да, люди задавали огромное количество вопросов, мы там разбирали разные ситуации, причем по ходу. И я смотрю, что жители не сидят просто, как это иногда бывает, да, когда проходит формальное мероприятие, куда власть сгоняет людей, и они сидят, смотрят на часы, когда же это все закончится. Да? А здесь они активно участвуют, они задают вопросы, они могут возразить и сказать, нет, а мы считаем, что это по-другому. Да? И всегда, причем это без злобы. Вот когда нет злобы, а когда есть истинный интерес решить да, проблему и разобраться в ней, тогда мы идем к конструктиву и мы находим это решение. Вот, а когда люди начинают там кричать друг на друга, то, конечно, мы не уходим в эмоции. Ну, Якутск нашел предварительное решение, как вы сказали, находить решение. Здесь сегодня, да, мы с представителями обманутых дольщиков там разных организаций и разных, там, я так понимаю, групп и регионов, районы, как они у вас называются, улусы, да, мы обсуждали, и пока мы набросали несколько направлений, в которых можно работать. Одно из них, такое ключевое, это создание на базе там, ООО «Квадрат», НКО «Квадрат» ресурсного центра, который бы взял на себя заботу, да, и юридическое сопровождение, и выстраиванием и моделей по решению проблем с органами власти и так далее, и так далее. Вот если это получится, это будет, правда, уникальный опыт и тогда вы можете сказать, что в этом направлении Якутск впереди всей страны. Спасибо. Я хочу сказать, что мы завершаем эфир. Форум продолжается, он будет еще до вечера. Но, тем не менее, если мы вам помогли, то, думаю, наверное, хорошо.